Друзья, всем привет! Сегодня у нас знаменательный день, вернее завтрашнего дня открывается охота на водоплавающую дичь. И это великий праздник. Конечно же, мы не упустили возможность отметить этот праздник как полагается, как надо. Приехали заранее. Вот я подъехал чуть раньше, вот успел уже поставить одну палаточку, вторую палаточку. Он приготовил площадку для третьей палатки. Здесь у нас будет стоять самая большая палатка, палатка Алтай-2. Это Алтай-1 у нас поменьше. В общем, сегодня у нас идет подготовка. Скоро с минуты на минуту, ну может быть минут через 10-15 выехали уже, должны подъехать Саня с Серегой. Саня Калина не смог подъехать, надо выезжать в город ему. В общем, праздник будем встречать втроем, я, Серега и Саня. Вот, в принципе, я уже все приготовил. Вон, этот горбыль, что мы привозили, вот этот прошлогодний горбыль, положили друг на друга, так что у нас в этом году с пиломатериалом все нормально. Привозил я уже и резиновую лодку сюда, пилу, дрова. Ну, в принципе, все готово уже к празднованию праздника. Вон. Ветер был сегодня просто страшной силы. Здесь для этой палатки у меня все уже готово. Чай скипятил. Ужин горячий. Вот тут шматье, тудым-сюдым, спальник. И построим сейчас, поставим палатку Алтай-2. Я так думаю, там будет ничуть не хуже. Прошлый год мы в Алтае, вот в этой палатке, постоянно жили 4 человека, а то и до 5, до 6. Ну, отметим хорошенечко. А завтра на рассвете мы уже, надеюсь, добудем уточку и приготовим ее сразу же на костре. Это у меня просто не передать, какое сейчас у меня идет вот волнение. Долгожданный, самый вот такой у меня сезон охоты, весенний особенно. Планировали выехать на остров, но хорошо, что я не стал завозить на остров, не получилось. У нас печора рано пошла, было тепло. А сейчас наоборот, сейчас ночные заморозки до -4. Нас держит. В общем, ни о каких лугах заливных речи быть не может, потому что все, вон, посмотрите, вон, все под снегом еще лежит. Так что, если что, можно вот это вот такой вот участочек вот сюда, возможно, утка будет садиться. И там 2-3 участка таких же еще, хотя вот там на яме еще лед стоит, выше лед стоит, выход с ручья, вот здесь вот бывает иногда садятся. Ну и, конечно же, если будет держать нас, будем ходить вдоль ручья, смотреть там, может, что-нибудь. Утки нет массово, тормознулась где-то, видать. Пару перелетов таких видел. Ну, в основном 2, 4, 6. Нет, крупных стай вообще нету. И в основном утка кряковая летает. Нет ни хохлатой черники еще нет, ни черков, ни свезя. Одного свезя видел, пролетел, свистел что-то там. В общем, не знаю, что и как получится. Я знаю точно одно, что праздник открытия охоты мы сегодня уже будем отмечать. Ну а завтра будем охотиться. Как-то вот так. Ждем Серегу с Аней, подъехать должны. И покажем, что получится. Один просто не стал устанавливать палатку, потому что очень сильный ветер был. Думаю, нахрен снесет меня с этой палатки. Привет, поставим. Все уже готово. Вон печка, вон палатка. Все готово. Все готово для праздника, друзья. Ну а потом уже, со временем, когда лед уйдет, будут у нас и продольники, будут у нас и сеточки, возможно, если найдем заливные луга, где что можно поставить, если вода прибудет. Все будет. Впереди у нас вся весна, вся. И это здорово. Ну вот и едут бравые охотники.
Не прошло и 2 лет, ёшкин кот, блин. На Мухтаре еще охоту не открывали, да? Почему? Открывали? Конечно. Ну, с приездом, наконец-то. Наконец-то. Явились, не запылились, блин. Скоро уже, блин, утрянка, скоро на шалаши садится, а у нас еще вон. Ничего еще не готово практически. Но приехали уже хорошо. Так что будем... А, это на большую палатку, да? Да. Че, как, пойдет? Нормально. Чем в прошлом году было. Ждал, думаю, что вместе не дождался, пришел. Досок-то много хватает. Двухэтажный даже получился пол. 16-14, а я сказал... Надо завтра посмотреть это, отметку поставить, как охоты все. Да. Открытие завтра с утренней зорьки, но мы уже здесь, мы уже на месте, потому что если бы мы завтра выехали, приехали бы только к вечеру, так что все нормальные люди так и приходят, наверное, отмечают, а потом уже с утра. Ну а что, вот мы собирались сегодня приехать. Мы приехали 16:30, да? 16-15 было. 16:15. 2 утки уже пролетели, уже это... Посмотрели, кто тут что приехал, ну, с разведкой. Все в порядке, свои. Да. Так что по утряне, надеюсь, с открытием охоты. Да, сейчас домашние дела доделать, тут палатку поставить. Ну да. Красота. Правда, по погоде немножко не красота. Это, считай, заливные луга сейчас, когда они еще будут, придется вот тут по месту где-то, ну ничего. Ничего страшного, как говорится. Загадывать не стоит. Вода есть, и то уже хорошо. Тебе надо было, ты говоришь, ветер-то сильный был. Надо было... Денис, Ну там, Денис Ухлин. там есть, как бы, не знаю, типа, ну типа место забитого, там мешок, видать, с чучелами, весло, там сидушка, Это, вот наверное, это. Никита, когда приходили, охотились тут. Это их не Проша там. А сесть куда можно? А, Проша же тоже тут охотился. Да это Кырныш. Проша точно тоже тут ведь охотился, ёпта. Нет, а там открытое место? А, чуть туда? Ну, он где Уже, наверное, утка-то садится А, туда. где елка? Там открытое полностью от берега до берега. Вот туда гоголята и будут садиться. Только надо резинку сразу не. Конечно. Там Тут-то ладно лед, если Там чё. потому что я сегодня ходил разведкой до, где вот я выходил на песок, грива это была, сейчас не выйдешь уже. По снегу идет вода уже, вода прибыла. Так что сейчас съездим, пару матрасов привезем и надо будет уже, наверное, номера готовить на утро. Сначала надо нормально отметить, чтобы в палатку упасть. Не, надо сперва поставить палатку. Ага. А, это да. За матрасами съездить можно и по темноте, фонарик горит. А палатку по темноте ставить не камильфо. Да. Бывает иногда и так, что так открытие отмечаешь, что потом утка плавает и никто ее не стреляет. Не зря говорят, вот этот напиток спасает лучше всего. Столько рыбы и дичи. Один раз тут на острове с Саней пошли что-то это. Или откуда мы пришли, может сюда причалили. Палатка стоит в конце. Ну, не знаю, кто там был. Троицкие ребята, не троицкие. Полные, вот в конце все утками забито. Палатка стоит прям. Палатки вообще не боятся утки. Вот такая же палатка. Такая же палатка. Правда, печка не топилась, ничего не говорю. Но ну, чего не стреляют, там просто внизу, вот где в конце-то сидим, там 3 шалаша, все забито утками. Они, короче, щемят, спят там. Мы подошли, палатка это ж прикрытие, мы, короче, там же открытая луговина. Подкрадываемся вот так вот, подошли, бах-бах, одну стрельнули, все равно. Этот, Повылазили, да? глаза открыли, да, ребята. Че, говорит, по чучелам типа стрелять? Не чучела, вон, видишь, вдыхается, подранилась типа. Я залез в воду, достал. И пофигу им эти палатки. Ничего. Так, ну ладно, давайте еще по маленькой. И будем работать. Будем, да, работать. Конечно, палатку надо И поставить. покажем. Обязательно. Прошлый год была одна палатка, ну Мазай приезжал вторую. В этом А. году уже 2. Так что палаточный городок растет. Мазай еще приедет. Он хотел. Игорь хотел еще приехать, так что. Игорь. Юдин. А, Тут
скоро. Я сегодня провалился в яму, вот тут вот яма. А, ну есть яма какая-то, да. Вот так вот на. Ладно, давайте, господа. Да. Палатку расчехлить, потом уже хоть. Я сегодня свою любимую Ну, куртку... главное, вон, я думал, ветер же неудобно, думал, ладно. А потом думаю, блин, ни много ни мало, а часто почти ушел. Каждую доску, блин, одну поставить, к другой перекинуть. Ну, ничего, уже сделал. Вдвоем-то быстрее бы, конечно, было. Я думал, ждал, а потом думаю, на это же опять время уйдет. Ну да. Так, друзья, праздник праздником. А вы смотрите, какая погода у нас. И у нас вырос еще один дом. И вот уже пошел первый дым. Вот именно в этой палатке мы прошлый год проводили весновку. Алтай-2. Вот для сравнения, вот она была таким же цветом, как вот эта Алтай-1. Это она так покраснела за месяц. Выгорел материал. Да. Так, ну что там, пошел процесс? А не знаю. Куда-нибудь. Все. Куда? Ну вот, Сюда вот. размер все-таки имеет значение. Вот тут уже столик, все четко. Потому что, вы представляете, вот, если бы не было палатки, это вот все, вот такую погоду, вот резко просто, целый день поливал ветер. Был он, получается, западный, юго-западный даже, вот туда, на север поливал. Только стих, немножко пошел ветер сюда и вот завалило. Ну, в принципе, по прогнозу так оно и было. А к утру опять будет -4, так что погода проверяет нас на прочность. Ну, ничего страшного. Не такое переживали. Переживем и это все. Вот у нас палатка раз. Это, можно сказать, основной, так сказать, дом. Палатка 2. Это у нас типа склада. Палатка 3. Это у нас и скрадок, шалаш. И в то же время можно там благоприятно жить. Комфортно, можно так сказать. Нормально. Все-таки, что не говори, а палатка Алтай это вещь. Ох, Сергей Брак ее накидал, мачори да пачван никосия. Нормально. Или пусть разгорится сначала, да? Да. Прикрой, тяга лучше будет, если одну дырку оставишь, Серег. В одну дырку тяга всегда лучше. Ну, вы кто-то грешничали капитально. Вот как-то вот так вот. Такая вот у нас ужалила погода. Че? Завтра 1 мая. А у нас тут вот такое творится. Белый чайник потеряем, наверное, да? Белый чайник, да, в снегу. В общем, Ядрить свою кудрить нах. снег. Ветер, целый день дул ветер, теперь пошел снег. Не знаю, что и как. Сушиться негде. Вот пока сидели, пока перекусили, пока отметили за открытие охоты. И надо будет что-то дела заниматься, делать дрова, все это такое. Хорошо, что хоть успели вовремя палатку натянуть еще. Вот такой вот снегопад. Вот такое вот все. Короче, утка-то может и будет в такую погоду. Запросто. Летать может, да. Так что все возможно и летать, и садиться будет. Так что рано отчаиваться. Штаны бы занес. Повесил. В общем, все, покатили делать шалаши на утреннюю зорьку. И съездим в избушечку, возьмем пару матрасов. Там матрасов много. На весновку возьмем, после весновки отвезем обратно. Так, ну что, друзья, товарищи, открытие охоты удалось, особенно по погоде, да? Ага. Отметить мы отметили. Ну а теперь поехали, потопали на утреннюю зорьку. На открытие охоты. Ни одной утки не летает. Вообще пришла в наши края опять зима. Снега бабахнуло где-то сантиметров 5 сырого снега. Вон, вовремя успели поставить палатку, иначе было бы вон что творится. Вон что творится. Это ужас, что творится. Это просто хорошо, что успел вовремя поставить
Фундамент это из досок, то, что приготовили. Сухие доски хоть не успели намокнуть. И как бы двухэтажный слой получается все-таки повыше. Ну что, будем надеяться на хорошую погоду и что выглянет когда-нибудь солнышко и все это высохнет. Так, ну что, Серега, Саня куда-то собираются на север. А я туда не пойду. Вот у меня участок здесь. Буду наблюдать прямо из палатки. Весь сырой. Растоплю печку. Буду смотреть здесь что да как. Дай бог, что-нибудь да прилетит и на мою территорию. Ну, не знаю. Каждый год такая какашка. Но ничего, у природы нет плохой погоды. Скоро стемнеет, я не знаю, что будет видно, но пока видно, поснимаем. Вот наш столик, где мы с Романом Геннадьевичем загорали прошлый год. В этом году, вон, выпало сколько снега. В этом году, увы, так не позагораешь, как мы загорали прошлый год. Раздетые, сгоревшие, Рома. Ну, в общем, если кому интересно, можете, вот ссылочку оставлю я здесь. Посмотрите, как мы отдыхали. Но это было как бы середина мая где-то была. Нет, числа 10 мая было, да, наверное? В общем, я что-то очень глубоко сомневаюсь, что через 10 дней будет такая жара здесь стоять. Пока по прогнозу одни минусы. Ночью до минус 4, днем до минус 1, сырой снег и все такое. Так что посмотрим, что да как и что получится. Охота открылась, это хорошо. Это главное. Значит, будем охотиться. Во что бы то это ни стало. Все, поехали. Ну пойдем и мы. У нас шалаш. У меня-то шалаш сегодня благоустроенный. Я сейчас затоплю печку, раздену куртку и буду комфортненько ждать, когда прилетит утка. Прилетит, мы это увидим. Бац-бац. И дай бог, чтобы было в точку. Лодку забрали вниз, если что, достанем. Так что будем ждать. Вот в этом ожидании. Это огромный труд, но это такой вот, это не передать, это надо понять. Вот несмотря на всю вот эту непогоду, несмотря на все эти, это просто супер, это просто здорово. И это просто нравится. Этим мы занимаемся с раннего детства. Занимались этим буквально с 10-11 лет. Также я воспитал Ромку в этом же духе. Ромка у меня с 10 лет сидел в шалаше со мной с ружьем. В 11 лет он у меня самостоятельно уже сидел в шалаше. И теперь он уже полноценный охотник. Как-то вот так вот выглядит открытие охоты. 2 часа ночи. Уже где-то около получаса, наверное, наблюдаю за этим холодным снежным безмолвием. И тишина. Санек с Серегой тоже вот проснулись, собираются, не знаю, пойдут, не пойдут. Вечер вчера удался. Но оно может быть и к лучшему. Тишина, ни одной утки нет. Вот такое вот открытие охоты. Ничего страшного. Будет и на нашей улице праздник. Вот такой вот снежный безмолвие. Очень-очень холодно. Сейчас посмотрим, сколько градусов у нас на улице. Но холодно даже везде.
Так, не видно. Так, в избе у нас плюс 11. На улице минус 3. Не видно. Минус 3,5 градуса на улице. Так вот. Ну ладно, что, будем ждать. Пока что-нибудь да прилетит. Так. Прошел час. Время 10 минут 4-го. Что у нас? Минус 2,5 градуса. И никаких изменений. Ни одна утка не пролетела. Наступила зима. И утка улетела обратно на юг. Да, Серега? Слышно, на болоте затаковали косачи. В общем, надо вставать, попить чайковского и пройтись вдоль речки. Может быть, там что-нибудь увидим. Вода потихонечку немножко прибыла с вчерашнего дня. Сверху лед стоит. Здесь унесло немножко. Яма стоит еще, да, Серега? Саня там сидит, да? Тоже тишина. Сегодня даже никто даже вверху не стрелял. Нету утки нигде. По-любому кто-то, наверное, из охотников пришли же, наверное, открыть это. Но. Ну ничего. Подождем вашу маму. Подождем вашу мать. Что, Сереженька, как утка летает? Летала. Летала? Отлетала. Отлетала и погибла. Мои утки в канаве. Скоро будем кушать, скоро нас накормят. Наверное. Ну что, время скоро 4. Короткий завтрак. Уток так и не было, ни одной не пролетело. И что сегодня вот плохо, вон. Вчера я по насту бегал, а сегодня наста нет. Вон. Это фигово. Сейчас к утру, если подморозит, если будет держать, то хорошо, можно будет до ручья. А так вот снега еще очень много. По-любому, будет, не будет держать. Так и так сейчас позавтракаем. Пробегусь до ручья, может быть, что-нибудь да там на ДБ. А так пока все полное. Как зима у наступила, все белым-бело. 1 мая. Вот такая вот у нас глобальное потепление. Матки челяджеданы. Понял? Доброе утро, Сергей Юрьевич. Четчи, дитя, четчи. Я еще, говорит, не ложился. Если бы сказал наоборот, другое дело. Это, Я еще не вставал. это как в поезде, да, проснитесь, вы обосрались, да? А я, и говорит, и не сплю.